Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТРА-24. Программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Мы выведем диалог государственно-частного партнерства на новый уровень, сказал президент в послании народу Кыргызстана 5 мая. Итак, в нашей стране имеется 32 проекта по государственно-частному партнерству, которые находятся на разных стадиях. Проекты в таких отраслях, как здравоохранение, транспорт, культура, туризм, образование. Государственно-частное партнерство или ГЧП – это форма взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Свои вопросы мы имеем возможность задать начальнику отдела мониторинга и продвижения проектов ГЧП Центра государственно-частного партнерства при Министерстве экономики и финансов Абдусаламу Таирову и менеджеру проекта Тулпар Каныбеку Талайбек Улу. Сегодня они гости нашей студии. Здравствуйте, мы приветствуем вас в студии АЛЛАТРА-24 в программе «Еще не вечер». Итак, в послании народу Кыргызстана, которое президент озвучил 5 мая, четко было обозначено о том, что необходимо развивать государственно-частное партнерство. Скажите, пожалуйста, почему вот на современном этапе развития нашего общества президент обратил внимание именно на этот вопрос? Насколько он актуален? Здравствуйте еще раз. Государственное частное партнерство впервые был применен в 1981 году, это в Великобритании. С тех пор он очень активно развивается в развитых странах и в Центральной Азии. В Кыргызской республике государственное частное партнерство поднимается на новый уровень в плане того, что мы совместно с правительством Кыргызской республики улучшаем инвестиционный климат, облегчение для инвесторов. Кроме того, по законодательной части мы вносим изменения, дополнения для улучшения и привлекательности инвесторов. Скажите, пожалуйста, вот при Министерстве экономики и финансов был создан Центр ГЧП. Каковы сейчас цели и задачи вашей организации? Цели и задачи государственного партнерства – это как раз-таки улучшить взаимоотношения между частными партнерами и государственными партнерами. И, кроме этого, привлекать большие инвестиции, точнее внебюджетные средства на территории Кыргызской республики для улучшения социальных объектов, инфраструктурных объектов в сфере энергетики, транспорта и здравоохранения. Но в чем особенность механизма государственно-частного партнерства? С одной стороны есть государство, с другой стороны бизнес, инвесторы, и в то же время их интересы совпадают для того, чтобы улучшить какую-то общественную жизнь по строительству дороги, да, вы говорите, в энергетике, в авиасфере. И до этого я уже привела пример о том, что у нас сейчас имеется 32 проекта по государственно-частному партнерству. Скажите, пожалуйста, на какой стадии развития они? На сегодняшний день имеется 32 проекта в Центре государственно-частного партнерства. Из них 3 проекта уже реализованы в процессе реализации, то есть она уже показывает свои результаты. Это, если остановимся, это услуги оказания гемодиализных услуг на территории Кыргызской республики. Джалабадской области, Джалабадской области, включительно Ошской области и плюс в городе Бишкек. То есть 3 клиники имеются? 3 клиники, да, имеется. Кроме этого, имеется у нас второй проект, это электронное бюллетирование, проект называется. Это как раз таки на сегодняшний день реализован в городе Бишкек по оплатам по проездным пути общественного транспорта. Третий проект у нас имеется, проект Кызыл-Кыргызстан, был подписан в 2019 году в процессе реализации. То есть этот кинотеатр был уже в аварийном состоянии. Путем привлечения частных инвестиций, частных инвесторов было заключено соглашение об строительстве нового детского кинотеатра, плюс
скажем, бизнес-центра. Кроме этого, это вот на сегодняшний день 3 реализованных проекта. На стадии подписания соглашения имеется 4 проекта. Это компьютерные томографы в организациях здравоохранения в 6 областях на территории Кыргызской Республики, не включая Волжскую область. Будут установлены компьютерные томографы, которые будут оказывать услугу для граждан Кыргызской Республики. Это в ближайшее время. Кроме этого, у нас имеется на стадии объявления тендера проект таможенный логистический комплекс в Атбашинском районе Нарынской области. Он находится на стадии объявления тендера. 3-й проект, он у нас имеется учебно-образовательный центр в городе Бишкек совместно с государственным партнером. Тоже на стадии подписания соглашения. Кроме этого, у нас имеется 4-й проект по, скажем, организации центра дневного пребывания детей с ограниченной возможностью здоровья. То есть он тоже будет организован в городе Бишкек для оказания детей с ограниченной возможностью с путем применения механизма ГЧП. Остальные проекты имеются в сфере энергетики по малой гидроэлектростанции механизмом ГЧП, применением механизма ГЧП. Кроме этого, у нас имеется в сфере транспорта, в сфере туризма имеются у нас проекты. Они находятся, конечно же, на разных стадиях, но все они на стадии подготовки объявления тендера. Те проекты, которые вы перечислили, действительно, они направлены на решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях государства и бизнеса. Вы являетесь менеджером проекта «Тулпар». Это проект, который внедряет электронное билетирование в общественном транспорте. Очень интересный проект, который в свое время мы тоже пиарили и объясняли жителям, каким образом все изменится по оплате именно в троллейбусах и автобусах. Скажите, пожалуйста, в чем заключается особенность государственно-частного партнерства вот на примере проекта «Тулпар»? Добрый день. Если на примере проекта «Тулпар» говорить, особенность заключается в том, что здесь государство является партнером именно в согласовании каких-то нормативных правовых актов, согласовании помощи именно в государственной части, а частный партнер, именно в нашем проекте частный партнер вкладывает свои финансовые средства. Соответственно, от государства финансовые средства в этот проект не вкладываются, полностью 100% вложение делает частная компания. Это в нашем проекте вот особенность. Особенность заключается еще в том, что в определенный период государство получает рабочую систему, рабочий проект, который в последующем будет работать во благо горожан, в частности горожан для жителей города Бишкек. Напомните, пожалуйста, какой вклад вы в разработку этой системы сделали? На сегодняшний день швейцарская компания BBC AG работает на основании соглашения о государственном частном партнерстве с мэрией города Бишкек. Есть определенные пункты этого соглашения, которые должны выполняться партнерами. И с нашей стороны были проведены следующие работы. Это по учреждению местной проектной компании особо ПЦКЖ. Также компания обеспечила инвестирование проекта. Создали, получается, электронный веб-сайт для взаимодействия с населением, создали контакт-центр для того, чтобы население взаимодействовало с проектной компанией по вопросам именно использования транспортных карт, изготовили транспортные карты. Если в цифрах говорить, на сегодняшний день у нас около 5 миллионов пользователей, уже 5 миллионов пользователей, 5 миллионов поездок совершено с начала проекта, я извиняюсь. Также, получается, мы реализовано около 130 тысяч карточек, это синие стандартные карты, 46 тысяч льготных карт реализовано с нашей стороны и обеспечено около 10 тысяч школьников льготно-зеленой картой.
Также работает у нас 4 районных центра, сервисных центра, где население может получить полную информацию по использованию карточек, а также обслуживается льготная категория граждан для получения льготных карт. Также мы вводим новую систему оплат. Это можно оплачивать сейчас на сегодняшний день 2 видами. Это первое, это посредством карточки, воспользуясь валидатором. Второе, это можно через приложение воспользоваться электронной виртуальной картой, оплатить посредством NFC. И на сегодняшний день мы вводим в пилотную эксплуатацию оплату через QR-код. Я немножко разницы расскажу между этими платежами. Платеж по электронной карте через валидатор это представляет собой покупку карты, пополнение физической пластиковой карты. Оплата виртуальной карты представляет собой это покупка виртуальной карты в приложении. Там физической карты, покупки физической карты нету необходимости, можно будет оплачивать. И оплата по QR, она дает возможность оплачивать через телефон, привязав банковскую карту, в последующем привязав либо электронные кошельки, как такие, которые сейчас на сегодняшний день есть, это Баланс KG, Эльсом, О-деньги. Вот, в последующем мы планируем делать расширение именно в этом направлении. И как раз таки система оплаты по QR дает возможность избежать завязки на технике, имеется в виду завязки на валидаторах. Это можно будет именно внедрять. В последующем у нас планы внедрения в частном транспорте, это в маршрутках, в такси, и также мы планируем оплату внедрить в пунктах общественного питания по средствам QR-кода. То, что вы сейчас рассказали, скажите, пожалуйста, есть ли опыт в других странах? Есть опыт. Есть опыт в Казахстане, есть опыт в Молдове, есть опыт в Киеве. Даже если сравнительно взять, в Казахстане, в Павлодаре мы намного позже начали, чем в Кыргызстане, но в Павлодаре проект уже успешно реализовывается. У нас в Бишкеке есть определенные факторы, которые немножко, так сказать, не дают ходу развития проекта. Ну, это именно со стороны государственного партнера. Я думаю, эти моменты со временем решатся, и уже проект будет в полную силу работать. Итак, проект электронного билетирования Тулпар – это пример государственно-частного партнерства. И мы видим, что при вот этом взаимодействии государства и бизнеса сохраняются социальные интересы слоев населения. Когда вы вводили карточки Тулпар, вы их разделили на 3 цвета. Синие – это для всех, красные – для пенсионеров, они выдаются безвременно, и зеленые для школьников. И в то же время совершенно изменилась посадка, порядок посадки. Это, в общем-то, облегчение для водителей, когда все заходят через переднюю дверь, тут же оплачивают и потом уже свободно передвигаются по салону. В общем-то, этот проект внес свои положительные стороны, но в то же время, когда он внедрялся, была такая цель для того, чтобы контролировать сбор денежных средств, которые осуществляет население за проездку в транспорте, для того, чтобы пополнять бюджет и эти деньги направлять на улучшение того же самого пассажирского транспорта, может быть, даже на покупку автобусов, троллейбусов и так далее. Скажите, пожалуйста, вот если говорить об экономической составляющей этого проекта, есть ли у вас какие-то определенные выводы и результаты? На сегодняшний день именно в городе Бишкек определенных результатов как таковых нету. Почему? Потому что, опять же, вопрос стоит об запрете приема наличных средств, чтобы в полную мере показать возможности проекта. А так вы правильно обозначили, что данный проект дает именно возможность отслеживания, возможность прозрачности работы этих же предприятий.
И на сегодняшний день у нас есть еще один фактор, что у нас нет четкого мониторинга пассажиропотока. Когда эта система заработает, включая все те пункты, которые вы обозначили, одним из этих пунктов являлось то, что государство в лице мэрии, в лице управления городского транспорта получит возможность мониторить пассажиропоток и при этом с помощью этой системы перенаправлять пассажирский транспорт. Допустим, у нас на сегодняшний день есть загруженные линии, а есть пассажиропоток, линии, где пассажиропоток не совсем большой. Соответственно, можно будет это распределение производить, и этот мониторинг как раз за счет нашей системы наш госпартнер получает. По поводу финансовых, экономических дивидендов, с уверенностью можем сказать на примере других городов. Там в действительности тоже были вопросы, были сомнения насчет этого проекта, но мы в 2-3 раза подняли именно приход денег. Вот это на примере, получается, Молдовы, на примере Азербайджана. На примере Азербайджана, когда система вводилась, у них 700 манат был ежедневный сбор. И когда мы говорили, что сборы можно будет в 1,5 раза, а то и в 2 раза поднять, были сомнения. И когда мы систему пилотную вывели и пилотно начал работать один маршрут, сборы поднялись до 1500 манат в сутки в день. Это получается в 2 раза мы сборы подняли. Соответственно, здесь в городе Бишкек тоже планируется. Мы планируем, что после полного ввода в эксплуатацию, после запрета на прием наличных средств, у нас тоже экономически здесь, сборы поднимутся. Полный запрет на прием наличных средств – это следующий этап вашей работы. Я думаю, что сейчас вы продумываете, какими мерами, какими способами заставить все население купить карточки Тулпар и именно пользоваться ими в общественном транспорте для того, чтобы у вас была возможность мониторить и отслеживать количество пассажиров и потом, как вы сказали, перенаправлять транспорт. О государственно-частном партнерстве в нашей стране мы говорим более 10 лет. И мы видим, что сейчас это направление не получило такого бурного развития, хотя все на стороне того, чтобы оно развивалось, потому что государство заинтересовано создавать лучшие условия для населения, а частный сектор может лучше управлять проектами, он более мобилен, и в то же время тоже у него есть свои интересы, вложить средства и получить определенную прибыль. Скажите, пожалуйста, более 10 лет – это много или мало для развития именно направления, внедрения этого направления в нашей стране? И что на сегодняшний день мешает, на ваш взгляд? На сегодняшний день, да, вы правы, более 10 лет уже на территории Кыргызской Республики Центр вообще государственно-частного партнерства продвигается. Были много изменений в плане изменений в государстве. В связи с этим были некоторые нюансы, но несмотря на это, в 2019 году был создан Центр государственно-частного партнерства для того, чтобы улучшить как раз таки проекты в направлении ГЧП. Был принят внесение изменений в законе в 2019 году. Кроме этого, для того, чтобы улучшить для инвесторов, мы в лице Центра ГЧП в конце 2020 года был принят тоже изменения в некоторых в законе ГЧП и в некоторых законодательных актах для того, чтобы ускорить процесс подготовки проектов а также реализации этих же проектов ГЧП. Кроме этого, идут процессы по улучшению инвестиционного климата. На сегодняшний день
прорабатывается законодательство о том, что проекты ГЧП не подвергались со стороны правоохранительных органов проверки. Для этого мы внесли проект закона на сегодняшний день на согласование в Кабинете министров для того, чтобы, скажем, объявить небольшой какой-то период, скажем, проверки в течение 3 лет для частных инвесторов не производились со стороны этих правоохранительных органов. Такого рода работы ведутся, а также имеются сейчас новые изменения. В связи с этим тоже также и проводим новые изменения. В Кыргызстане грядет кампания по реструктуризации государственных предприятий. Скажите, пожалуйста, какое участие примет Центр по государственно-частному партнерству в этом процессе? В этом процессе Центр государственно-частного партнерства, да, действительно проводит небольшую работу. Как нам известно, в мировой практике, также, вот, если остановимся именно вот по фонду государственного имущества, имеется доверительное управление, аренда. Такого рода управление, в частности, в других странах, также соседние страны, скажем, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, такого рода направление применяется путем применения механизма ГЧП. То есть при реструктуризации объектов, то, возможно, будет рассматриваться и механизм ГЧП. В чем, на ваш взгляд, трудности в реализации проекта? Я очень рада, что, несмотря на то, что проект электронного билетирования «Тулпар» не продвигается активными шагами вперед и продолжает население оплачивать наличными средствами, но тем не менее этот проект существует, у вас есть грандиозные планы по его развитию и продвижению, но все-таки вы столкнулись с определенными трудностями. В чем они заключаются? Ну, на сегодняшний день у нас определенные трудности, именно в частности со стороны государственного партнера, это принятие нормативно-правовых актов, но на это есть тоже объективные причины. Это эпидемиологическая ситуация вначале была, потом политическая ситуация тоже внесла свою лепту именно в продвижение этого проекта. Но на сегодняшний день мы совместно с Центром ГЧП активно начали именно процесс ускорения принятия этих документов, нормативно-правовых актов, чтобы этот проект заработал в полную силу. Ну, мы с надеждой уже на протяжении 2 лет здесь на рынке, в Кыргызстане работаем. Ну, думаем, вот в скором времени полностью это все примется совместно с участием всех государственных органов, а также Центра государственного частного партнерства. Скажите, пожалуйста, как вы работаете с руководителями компаний, которые перевозят пассажиров на маршрутках, и в частности с компаниями, которые перевозят на такси? Вот они готовы принять вот такую систему оплаты не наличкой? На сегодняшний день ведутся... Ведь они частники, да? И они готовы к вам пойти более активно навстречу. Я бы не сказал, что есть более активно пойти, потому что есть свои факторы, свои моменты. Это, наверное, скорее всего, даже на таком, как правильно сказать, на уровне сознания и понимания есть, это на ментальном уровне есть такие моменты, есть уже сложенные годами система, многие привыкли к наличным средствам, многие привыкли к обороту наличных средств, у них тоже есть своего рода в нашу сторону против именно внедрения этой системы свои доводы. Первым доводом это является, что они лишаются этой налички. Но лишение этой налички, оно как раз таки приводит к прозрачности
прозрачности выплат, прозрачности оплат. Поэтому, я думаю, в первую очередь мы внедрение сделаем в муниципальном транспорте, и в последующем на примере муниципального транспорта, на примере успешного внедрения в муниципальном транспорте будем уже отрабатывать с частными партнерами. Действительно, Кыргызстан сейчас на пути того, чтобы все экономические и другие процессы были прозрачны. Для этого вводятся элементы и механизмы цифровизации. Какие планы у вас на будущее? По цифровизации как раз таки вот один из первых проектов это было электронное билетирование. Кроме этого у нас имеются проекты по цифровизации. Цифровизация не только в больших городах, но и в регионах. Кроме этого у нас имеется на стадии вот подготовки проектов, то есть со стороны частного партнера есть инициатива о том, что реализовать умные города в отдаленных районах. По крайней мере, пока идутся такие переговоры, но в ближайшее время мы еще сообщим, и будет у нас на сайте такого рода цифровизации. Огромное спасибо за интервью, за то, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали с начальником отдела мониторинга и продвижения проектов ГЧП Центра государственно-частного партнерства при Министерстве экономики и финансов Абдусаламом Таировым и менеджером проекта Тулпар Каныбеком Талайбек Улу. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго, берегите себя и своих близких.